Последнее время в обществе, в особенности в соцсетях, активно обсуждается строительство высотного здания на Сухумской набережной. Активисты и общественной организации «Харахакалак» выступили с обращением, в котором объясняют свои опасения и беспокойства, связанные с данной стройкой. По их мнению, новая архитектура ведет к уничтожению уникальности и привлекательности исторической набережной. Высотное строительство в центральной части прибрежной зоны нарушает инсоляцию города и затрудняет его естественную вентиляцию. Кроме того, новое здание существенно увеличивает плотность уже застроенного участка, что усугубляет ситуацию с подъездными дорогами, парковкой, пожарными проездами и усложнит работу дорожной и инженерной инфраструктуры. Как мы знаем, да, что у нас вся прибрежная часть, она стоит на таком глиняном болотистом основании, но, соответственно, есть беспокойство на тему безопасности этого строения. Вот. Меня лично, как архитектора, больше волнует, конечно, безопасность тоже волнует, но перво-наперво меня волнует эстетика, так как это строение не может восприниматься само по себе, да, вот оно стоит в глубине квартала. Я говорила с авторами проекта и свое беспокойство им, собственно, рассказала. Оно никогда не может восприниматься само по себе, то есть оно всегда воспринимается на фоне чего-то. У него всегда есть какой-то передний план, оно воспринимается многослойно. И когда строение вот в такой многослойности проектируется очень доминантным, очень активным, очень таким ярким, получается, что передний план, то, что там мы видим со стороны моря или со стороны города, начинает очень пропадать, он начинает растворяться и становится очень каким-то, извините, убогим на фоне нового сверкающего объекта. И в случае, если бы это были какие-то не очень значимые объекты, это допустимо. Но когда на переднем плане у нас стоят памятники архитектуры, историческая часть набережной и такая визитная, скажем, открыточная часть набережной, да, это же первое, что мы видим, когда мы попадаем в город с моря, с морпорта. Вот. И получается, вот мы попадаем и видим такую вот мешанину из объема, то есть первым планом очень уже неважную получается историю с памятниками архитектуры, на втором плане получается огромная масса больших зданий. Ну и, собственно, вот этот визуальный шум, визуальный спор возникает, который меня лично беспокоит. И вот, я говорила с авторами проекта, я, не знаю, насколько будет возможно откорректировать фасад, возможно, его как-то успокоить, как-то его спрятать на фоне, для того, чтобы уступить место памятнику архитектуры, чтобы как бы подчеркнуть значимость переднего плана. Вопрос не в стиле совершенно, нет, вопрос только в динамике. Стиль может быть любой, но и должен быть современным, в этом смысле я согласна с выбором авторов. Новое строение должно быть новым. Мы не должны имитировать в этом смысле, но оно могло быть менее динамичным, менее сбитым вот по фасаду. Если мы посмотрим, там есть такая прям динамика окон, она очень акцентна. То есть это было выбрано намеренно, но я с этим решением не согласна. Как сообщила главный архитектор столицы Светлана Шаменкова, объект возводится в течение года на основании всех необходимых разрешительных документов, выданных столичной администрацией. Земельный участок был предоставлен индивидуальному предпринимателю РАЦБА под строительство гостиницы еще в 2015 году. Предприниматель залил фундамент и в 2021 году продал недостроенный объект компании «Абхазэнергострой». Такие крупные объекты не выдается разрешение без предоставления проекта конструктива. То есть конструкции разрабатываются точно так же лицензированной организацией либо инженером. Конструктор не берет в разработку проект, если там не сделано заключение по геологии. То есть инженер, ни один работающий инженер не станет связываться с проектным решением, если не будет знать состав грунта, на котором это строится. Да? То есть плитный фундамент, который там, что у них там происходило, проходили исследования, инженер дает, что нужно там сделать, здесь сделать какие-то там шурфы, что туда нужно поставить, какой фундамент заложить для того, чтобы возвести такой объект. Помимо этого, что проектное решение предоставляется, обязательно предоставляются технические условия на подключение объекта к инженерным коммуникациям. То есть у нас есть заключение Черноморэнерго о том, что этот объект можно поставить там-то, там-то и подключиться на такую, ту или иную сеть. У нас есть заключение водоканала о том, что они тоже говорят, что да, мы можем этот объект установить здесь и подключить его к системе. У нас есть письменное заключение пожарников, когда вот сейчас в соцсетях писали о том, что там нарушение пожарных, норм инсоляции. Все заключения, которые необходимы для
получения разрешения на строительство в городе этим объектом, этой организации были предоставлены в администрацию города. У них есть государственный акт на право владения участком, в котором прописаны четкие границы этого земельного участка. Это будут апартаменты, то есть средства размещения гостей, туристов. Так, ну вот смотрите, здесь идет переменная этажность у них. Здесь, ну, допустим, вот на этом, да, вот смотрите, здесь у них идет первый этаж, у них идет парковка, да, первый этаж идет парковка, дальше идут жилые этажи и открытая терраса. Здесь открытая терраса идет на один этаж, здесь открытая терраса идет на 2 этажа. Главный архитектор столицы пояснила, что на красной линии застройки располагается гостиница «Абхазия», а возводимый объект расположен на расстоянии 45 метров от красной линии и считается внутриквартальной застройкой. Когда проводится расчет, на какую высоту можно поднять тот или иной объект от уровня красной линии застройки, отталкиваются от близко располагающегося здания с максимальной высотой. В этом квартале есть один объект, который является памятником историко-культурного наследия. Это гостиница «Россия», бывшая, жилой дом сейчас в настоящее время. Вот. Все остальные объекты, которые там расположены, да, они составляют сейчас лицо города, но они не являются памятниками историко-культурного наследия. И вследствие чего их собственники имеют право потом обратиться и попросить сноса этого объекта, разрешение на строительство другого объекта, реконструкцию, надстройку, да? То есть видоизменить эти объекты. И, соответственно, вот там уже будет рассматриваться вопрос высоты этих зданий, допустимого на этом месте. Вот здесь уже мы ориентируемся на, допустим, застройку того же самого Абхазского драмтеатра или гостиницы «Абхазия». То есть есть акцентная застройка и есть фоновая застройка. В данном случае на этом квартале, по моему мнению, нет акцентной застройки. Есть памятник историко-культурного наследия, который мы должны сохранить и который будет украшением нашего города. В идеале спустить этажность до, наверное, где-то 5-6 этажей и пересмотреть эстетику фасада, сделать ее менее заметной, может быть зеркальной, может быть более спокойной по ритму. И тогда он бы очень деликатно смотрелся бы, элегантно так на фоне смотрелся бы, и не было бы такого визуального противоречия. Вот, на мой взгляд, так. Вы общались с застройщиками? И застройщиками, и с ребятами, архитекторами. И как они отреагировали на все это? Никому неприятно слушать о том, что есть какие-то противоречия, но в целом очень доброжелательно. Все понимают, что это не из каких-то там, не знаю, побуждений, вредности, или это объективно, просто беспокойство граждан за свою столицу. И мнения действительно могут быть разными. 10 архитекторов могут 10 разных проектов предложить, и это нормально. Вот. Ну, вот мы так это видим, и с нами согласно очень большое количество людей. Но такого рода объекты, которые являются, скажем так, визитными карточками в город, это близость к колоннаде, да, близость к морпорту, близость к администрации города, к ботаническому саду. Это все те такие открыточные части города. Вот рядом с ними вся застройка должна очень регламентироваться, и вся в рекомендательном, конечно, я понимаю, что градостроительный код, совет, он носит рекомендательный характер, но тем не менее я бы настаивала на этом, потому что я сама вхожу в состав градостроительного совета. Этот проект к нам не попадал, мы его не видели, не анализировали и никак не советовали. В сети ходила, на самом деле, я видела лично 2 варианта проекта. Первый был, по-моему, 5 и 6 этажей, а потом вот этот уже проект, который с надстройкой, с белой мансардной частью, вот его я увидела, лично я увидела гораздо позже. Вот. Ну и, соответственно, реакция была тогда, когда увидели. Тенденция повышения этажности в столице в последнее время особенно заметна. Проекты, которые поступают в администрацию города с просьбой предоставить земельные участки под строительство объектов, в большинстве случаев многоэтажки. И если не определить зоны, в которых допустима та или иная застройка, то с увеличивающейся высотой объектов не справится. Проект, который, акватория уже получила разрешение, утверждение, да, у них 28,7 метров высота. Жилой дом по улице Воронова, который точно так же стоит на красной линии застройки, имеет высоту 32 метра. Да? Вот концепция апартаментов по улице Воронова, это уже Воронова-Когония, да, точно так же, к нам поступил запрос на... Это выполняла московская фирма. 22 этажа, но здесь с учетом парковочных мест и всего остального.
То есть технический проект разработан правильно. Да? И если сейчас вопрос стоял о предоставлении земельного участка, рассмотрении участка. Вот. То есть это концепция. Это не значит, что мы дали разрешение на строительство такого объекта. Это концепция. То есть застройщик видит эту ситуацию вот таким образом. Они просчитывают свою экономическую составляющую, какую прибыль они получат от строительства этого объекта. Это же не благотворительная организация, правда? То есть если они вкладывают деньги, они должны знать, во что они вкладывают деньги. Этот объект имеет высоту 43 метра. А это уже на стадии строительства или же планируется? А это сейчас на стадии предоставления земельного участка. Это пока тоже только концепция. Да? Но законные, потом я должна буду при получении выдачи разрешения на строительство, если я не согласна с чем-либо, сказать, что просто мне не нравится ваш проект и не дать им разрешение на строительство. Это неправильно. Не то, что неправильно, это противозаконно. Либо я предъявляю четкие требования, которые должны быть выполнены, либо я должна дать разрешение на строительство. По Воронова там опасность этих строений в том, что они в очень непосредственной близости к крепости, получается, и там очень много потенциальных артефактов могли бы быть. То есть эта зона не исследована. И когда мы ее нагружаем, помимо того, что это технически сложно, мы знаем, что эти все здания плывут, их надо очень капитально строить. Помимо всего прочего, мы еще и рискуем тем, что воруем у себя как бы прошлое. Мы можем, не исследовав вот эти все грунты, все, что у нас под ногами, мы можем просто никогда этого не узнать, что у нас там потенциально возможно. Это границы охранных зон, опять-таки. Сухум имел два основных стиля развития – модерн и сталинский ампир. Здания именно в этом стиле формируют облик города. Однако в настоящее время нет регламента, который определял бы, в каком стиле строить здания в историческом центре столицы. Именно из-за отсутствия градостроительного кодекса определенных правил застройки нет. Мы должны определить границы охранных зон там, где этажность, стилистика, цветовое решение, композиционное решение очень регламентировано. То есть вот это самая большая проблема, на мой взгляд. Естественно, градостроительным кодексом охранные зоны тоже предусмотрены, обычно это очерчивается. Ну и, собственно, вот результатом нашей, скажем, публикации, итог, чего мы хотели бы добиться, мы хотим написать такое вот письмо общественное с просьбой о том, чтобы обозначить эти зоны, потому что нам тоже, архитекторам, очень сложно работать, когда у нас нет правил. То есть, по большому счету, к тебе приходит заказчик, обозначает свои коммерческие цели, и ты, как исполнитель, вынужден их исполнять. Правильно? Тебе ставят задачу. У тебя нет никаких оснований для того, чтобы эту задачу не выполнять. Вот. А нам бы это тоже облегчило жизнь, и, соответственно, заказчик бы тоже понимал, какие риски, какие границы, то есть он мог бы посчитать экономику своих объектов, если это в центре города, если это за центром. Ну, то есть это разумная вещь, к которому пришел уже весь мир. Единственный закон, который пока работает, это совесть. И в данном случае благо, она присутствует у застройщиков. У нас уже была очень такая доброжелательная, мирная встреча. Мы попросили и поделились своим беспокойством, вот, как гражданское общество, как экспертное общество. И встречались и с ребятами-исполнителями, и очень так хорошо и мирно поговорили, попросили их о том, что вот есть такое беспокойство, мы готовы как-то, не знаю, посодействовать, собрать мнение, что-нибудь, лишь бы как-то не испортить вид вот этой нашей любимой набережной. Если, допустим, тот же самый Абхазэнергострой при получении архитектурно-планировочного задания, где мы определили ему высоту, не выше которой он может строить, он бы мог подать в суд и выиграть этот суд, и сказать: вы просто предвзято относитесь ко мне, я хочу здесь здание строить выше. Где у вас законные требования, ограничивающие мою этажность? Вот здесь мы можем говорить там о нагрузке на территорию, например, о наличии парковочных мест. То есть он обязан будет в своем объекте предусмотреть те же самые парковочные места, нагрузку на инженерные коммуникации. То есть это все нужно будет предусмотреть. И если все эти требования будут соблюдены, то законных оснований отказать в строительстве здания более высокой этажности я не имею права. Это будет мое только личное мнение. Отдел архитектуры администрации столицы занимается разработкой объема планировочного регламента застройки Сухума, в котором будут прописаны все зоны. Зона историческая включает в себя несколько кварталов, где будет там малоэтажная застройка, среднеэтажная застройка, и в котором мы будем рекомендовать, что вот здесь здание должно быть вот такой высоты, здание вот здесь должно быть вот такой высоты.
котором в этом же регламенте мы можем прописывать, например, видите, да, какая форма кровли может быть, что ваша крыша не должна превышать вот такую высоту, которая определена для застройки этой территории. Или, допустим, вы не можете использовать материалы, которые будут запрещены для использования в этой зоне. Но опять-таки, вот, допустим, да, типы запрещенных материалов мы здесь показываем, и мы показываем, допустим, типы разрешенных материалов, которые вы можете использовать. Но опять-таки это вопрос чисто эстетики, да. А вопрос экономики, его тоже нужно просчитывать. Если мы определим, что вот в этом квартале вы можете строить здание, как я говорю, только из мрамора и только вот в стиле, допустим, барокко, да, кто из инвесторов придет к вам сюда строить? Никто не придет, потому что это будет нерентабельно и нецелесообразно. Это очень серьезный документ, это очень большой документ. И его не то что утверждать, его нужно просчитывать еще. Это только наше мнение, как мы могли бы это регулировать. У нас есть какие-то такие вот попытки создания, там, зонирования города. Но опять-таки мы не можем этот вопрос утверждать до того момента, пока не будет издан тот же самый градостроительный кодекс. Да, который будет говорить о том, что вот у нас есть там, вот я напишу, что мне нужна там зона исторической застройки, у меня есть вот такая, вот такая, вот такая. Они возьмут и скажут, нет, вот такой зоны у нас в исторической застройке не будет, будет только вот такая, а документ уже будет утвержден. То есть это подзаконный акт. Сначала мы не можем утверждать документ, который может противоречить республиканским документам. Да? То есть у нас вот есть земельный кодекс, и мы должны теперь работать в соответствии с этим земельным кодексом. Есть там какие-то недочеты, там вносятся поправки в этот земельный кодекс, да? Но пока он действует, мы обязаны работать непосредственно с этим документом. Еще в 2018 году группа депутатов парламента начала работать над проектом градостроительного кодекса. По словам Светланы Шаменковой, тогда совместно с активными практикующими архитекторами были составлены предложения и сделаны корректировки к документу. Сейчас градостроительный кодекс находится на рассмотрении депутатов парламента нового созыва. Мы с ним не знакомы, нам его не предоставляли. Вот недавно, буквально там на днях нам прислали черновую какую-то версию, но это так, не в качестве способа подействовать, ну как-то, да, повлиять на этот кодекс, просто ознакомительно. Но пока нас и в градостроительный совет не вызывали по этому поводу. На самом деле, вот, по-моему, в 2018 или в 2017 году мы архитекторами тоже участвовали в создании такого кодекса. Я не знаю, насколько тот кодекс, над которым мы работали, и этот кодекс, который сейчас представляется, насколько они вообще идентичны. То есть пока у меня нет информации. Все наши законы, они существуют для того, чтобы было легко и удобно жить и профессиональному сообществу, экспертному, да, и экономистам, и бизнесменам. Они понимали, по каким правилам действует город. Соответственно, нам очень легко будет действовать, когда мы будем точно знать границы красных зон, границы этажности, функциональное зонирование города. Мы точно будем понимать, что город в таком варианте будет хорошо функционировать. Это наука, которой надо заниматься. Это для того, чтобы вот не было вот этого столкновения из людей, машин, мешанины. Это все очень для того, чтобы город был удобным. Конечная цель — это для того, чтобы город был удобным, в нем было удобно и хорошо зарабатывать деньги и, возможно, жить. То есть это не просто такая машина для жилья и для зарабатывания денег, оно должно быть удобным. Я лично веду беседы, бесконечные беседы веду со своими заказчиками, по возможности стараюсь их как-то уговорить, убедить там, в каких-то вещах, в которые я сама верю, скажем так. Вот. Но не всегда это возможно. На самом деле не всегда это просто оправданная экономика. Для того, чтобы сделать по-настоящему крутой, дорогой проект с хорошими материалами, с хорошей инженерной основой, человек должен на этом заработать, он не будет делать проект себе в убыток, правильно? Это должно быть рентабельно. Вот, соответственно, должны быть площади. Вот. В отсутствии градостроительного кодекса при разрешении строительства объектов пользуются градостроительными СНИПами. СНИПы, на которые мы опираемся, они были разработаны еще в советский период времени, и указанием, приказом Владислава Григорьевича Ардзенба мы обязаны пользоваться этой нормативной документацией. Но вы должны понимать, что жизнь идет вперед, нормы меняются, появляются новые технологии, да, и Российская Федерация изменяет, соответственно, вносит корректировки в эти СНИПы.
У нас нет на своих СНИПов, мы не разрабатываем свои собственные нормы. У нас есть нормы, допустим, санэпидемстанция, которая разрабатывает охранные зоны, которые они разработали, утвердили, этот нормативный документ у нас действует, но он один. А СНИПов, ГОСТов, методических указаний в области строительства более 2000. Это не статей, это документов. Да, и один из них – это СНИП градостроительства, планировка городских и сельских поселений, правила проектирования городов. И вот когда пишут, что вот, допустим, главный архитектор должен там разработать генеральный план города. Ребята, генеральный план города разрабатывают целые институты, градостроители. Активисты общественной организации «Харахакалак» выступают за то, чтобы на время отсутствия генерального плана развития и градостроительного кодекса ввести более жесткий контроль и регулирование. В первую очередь высотный регламент в прибрежной исторической зонах ограничить высотное строительство в 500-метровой зоне от моря, отдав предпочтение парковым пространствам и малоэтажным объектам рекреационной направленности. Стоит отметить, что в настоящее время на набережной также идет строительство клубного дома «Акватория», расположенного прямо у береговой линии. Однако в данном случае, по словам архитектора Камы Кация, объект не является частью ландшафтного ансамбля, а также не соседствует ни с одним историческим особняком. Когда строение массивное, да, и оно доминирует, вот на улице оно доминирует, есть возможность его обзора. Вот оно не стоит на какой-то такой перспективе, где перед ним есть еще здание, еще перед ним есть здание, еще перед ним есть здание. Оно спокойно вписывается в городскую линию, там нет значимых строений ни справа, ни слева, ни сзади. Вот, есть только на противоположной стороне там какие-то старые домики. В общем, понятно, что оно по логике своей посажено верно. И по функционалу оно посажено верно, там и парковка предусмотрена, и коммерческая часть, которая примыкает к тротуару, выбрана верно, стратегически верно. Вот, то есть оно с точки зрения архитектуры оно очень грамотно сделано. Вот, соответственно, у меня к нему претензий нет. В отдел архитектуры администрации столицы пришло поручение президента представить в Кабинет министров предложение по определению концепции архитектурного облика столицы. Документ, он ко мне пришел, вот я могу вам сказать, да, 22 февраля поступил этот документ в администрацию города. Я очень надеюсь, что активисты Харахакалак примут активное участие в разработке этого документа, чтобы потом не говорили, а мы не знали, что в этом квартале разрешают строить вот такую этажность, или там, что вот мы определили вот такую историческую часть города. Этот документ я направила в группу Союза архитекторов и попросила принять участие в разработке такого документа, потому что я считаю себя умным человеком, но не настолько, чтобы самостоятельно это выполнить. Я надеюсь, что они представят свои предложения. То есть у нас нет такого, что вот это делаю я, вот это вы сюда нос не суете. Нет, архитекторы должны решить эту проблему совместно, вместе. И тогда мы, глядишь, и придем к общему знаменателю. Возвращаясь к вопросу строительства высотного объекта возле посольства России, активисты общественной организации «Харахакалак» развернули общественную кампанию со сбором подписей. По словам Камы Кации, они готовы обратиться во все инстанции, которые способны изменить ситуацию. Алика Трапшраму Камки, Заур Квачия, Абхазское телевидение.